История социальной защиты населения Ухты ведет отсчет с 15 мая 1992 года, когда была утверждена структура управления социальной защиты населения из 3 отделов. По назначению, выплате и доставке пенсий, пособий и компенсаций, по вопросам соцобслуживания, предоставления натуральной помощи и работы социальных учреждений и по вопросам семьи, материнства и детства. Социальные работники или специалисты, мы не были одинокими. Рядом с нами были те сердобольные ухтинцы, которые всегда готовы были поделиться чем-то, поделиться тем, что имеют. Первым руководителем управления стала Антонина Алексеевна Каргалина, которая также являлась заместителем главы администрации города. Управление социальной защиты населения в то время насчитывало 40 человек. Из них 27 занимались назначением, выплатой, доставкой пенсий, пособий, компенсаций. 7 человек занимались социальным обслуживанием и предоставлением натуральной помощи, а вопросами семьи и материнства, детства еще 6 человек. Мы определяли цели и задачи, мы выбирали направления, мы выбирали те категории людей, которые в первую очередь должны получить от нас какую-то помощь. И оказывается, что мы были на правильном пути. Откуда это у нас? Не имея на это ни правового документа, не имея ни рубля. То есть можно было закрыть глаза, но жизнь требовала. Ты переступай через все. Наверное, должен переступить, но должен принять решение и должен добиваться выполнения этих решений. Управлением было подготовлено несколько проектов, которые были рассмотрены и утверждены. Например, о дополнительных мерах социальной защиты детей и учащихся молодежи в городе Ухте и пригородной зоне. Об организации бесплатного питания малообеспеченных нетрудоспособных граждан. Об открытии отделений сестринского ухода и другие. Была организована выплата компенсаций и пособий на детей. Открыт стационарный приют для временного пребывания детей и подростков. Мы чувствовали себя коллегами с работниками министерства. Нас принимали, нас выслушивали, нас понимали, нас поддерживали. Иногда бывало так, что не с первого раза. В общем-то, смотрели иногда как на чудо, в общем-то, что тут это поднимали, что обсуждают. Но в конечном итоге ни один вопрос не остался нерешенным или просто от которого бы отмахнулись. В 1993 году было подготовлено постановление об открытии дома ночного пребывания социальной гостиницей. А еще год спустя, в октябре, был создан городской центр социальной помощи семье и детям на базе детского приюта. Когда создавались, да, смотрели на диплом и на образование, но главное вот для себя, что я должна была выяснить, насколько этот человек умеет понять другого, насколько он увидит в глазах другого человека, который к нему пришел, безысходность, что он, не знаю, его жизнь загнала в угол. Вот насколько поймет этот человек и насколько он найдет решение. И вы знаете, я горжусь этими кадрами. И я хотела бы поздравить моих коллег с этим праздником. Вы, как никто другой, заслужили его, заслужили своим отношением к делу, своей добротой и сердечностью по отношению к людям, с которыми вы работали. Вы заслужили этого праздника своим профессионализмом. С 1995 года управление возглавила Нина Николаевна Бондарева. Под ее руководством изменилась и укрепилась структура управления, увеличилась штатная численность центров социального обслуживания. Выросло и число людей с обращениями за помощью и поддержкой от государства. С первых дней своего существования управление стало местом, с одной стороны, объединяющим людские проблемы, и с другой – решающим их. Конечно, это были годы очень трудные, с горечью, но приходится вспоминать то время, когда не выплачивалась 2-3 месяца заработная плата. Когда вместо детских пособий мы отправляли пачками родителям с детьми письма с просьбой подождать, с извинениями. Это было время, когда было неполное финансирование законов о ветеранах, об инвалидах. Когда большая часть времени уходила на заседания арбитражных судов, это вспоминается с горечью. Но с радостью вспоминаются те времена, когда мы созидали и открывали.
Сотрудники управления и учреждений социального обслуживания принимали и выдавали гуманитарную помощь, помогали бездомным детям и взрослым гражданам получить кров и питание, найти дальнейший жизненный путь. Мы впервые в республике открыли социальный приют для детей и подростков. Мы впервые в республике открыли Центр помощи семье и детям, Дом ночного пребывания, Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов. Это все было надо не просто открывать, надо было под это сделать нормативную базу, под это открыть финансирование. При этом возникла ситуация, когда число нуждающихся в помощи людей стало превышать ресурсы для ее оказания. Как помочь наиболее экономически незащищенным семьям? Как решить проблемы детской безнадзорности, социального сиротства? Как помочь семьям, воспитывающим детей-инвалидов? Для решения этих и многих других вопросов и проблем в Центре социальной помощи семье и детям в 1997 году создаются новые отделения. Отделение медико-социальной помощи с кабинетом полового воспитания возглавляет врач-гинеколог Щукина Нина Ивановна. Реабилитационное отделение для детей-инвалидов, заведующая Павлова Зинаида Владимировна. Отделение профилактики безнадзорности, которым руководила Перлина Марина Петровна. Отделение социально-экономической помощи, которое возглавила Горбатикова Вера Константиновна. В наше управление пришли люди самых разных профессий. Это прежде всего учителя, это инженеры, это врачи, много других профессий. Но они пришли сюда, чтобы стать больше, чем учитель, больше, чем врач, больше, чем инженер. Потому что мы не только учили и лечили, а мы лечили души. В 2001 году на республиканском конкурсе среди центров социальной помощи семье и детям Ухтинский под руководством Демидовой Натальи Васильевны занимает второе место и завоевывает сердца всех зрителей, получая приз зрительских симпатий. В этом же году, участвуя во всероссийском конкурсе социально значимых проектов, Центр социальной помощи семье и детям получает грант на 300 тысяч рублей, на которые оборудуется первая в городе Ухте сенсорная комната психологической релаксации. Тогда не было профессии социального работника, сегодня она есть. И поэтому хотелось весь коллектив, и ветеранов, и сегодняшний коллектив, и руководителей поздравить не только с Днем социального работника, который совпал с 25-летием нашей отрасли. С сентября 2003 года управлением руководит Нина Ивановна Крашенинникова. Вскоре в силу вступает так называемый закон о монетизации льгот. Это значит, что вся сложившаяся система выплат и льгот должна быть изменена в кратчайшие сроки. Каждый льготник города Ухты должен быть извещен об этом и должно быть получено его согласие. Задача крайне сложная, трудоемкая. Это ужасно. Это люди не хотели с этим мириться. Почему? Потому что раньше было так, за них мы заплатили с ресурсным организациям, и никто не знал никаких забот. А здесь надо было расстаться с теми денежками, которые ты уже получил. Чтобы избежать недопонимания и социальной напряженности, специалисты проводят встречи с населением, организуют выезды в отдаленные населенные пункты, работают без выходных. Задача перевода льгот от натуральной формы к денежным выплатам каждому конкретному льготнику выполнена в установленные сроки. Расширяется спектр социальных услуг. Создается отделение дневного пребывания, в котором граждане на пенсии получают возможность развивать свои художественные возможности. Для маломобильных граждан при поддержке администрации города организуется служба социального такси. Такой значимый, конечно, праздник 60-летия Победы. К нему мы готовились заранее в этот период времени. Это у нас было 3100 порядка людей, которые были награждены медалями за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны. Сейчас уже ветеранов осталось совсем немножко. Вы понимаете, это 3000 человек, это каждого обойти и с каждым повстречаться, это великое дело. На социальном обслуживании на дому находится более 450 граждан, которые получают необходимую помощь и продолжают жить в привычных домашних условиях. Когда нам приходилось делать перерегистрацию льготников, люди работали по 3 смены. Мы даже делали, рейсовые выезды, чтобы возить ночью людей домой, потому что надо было 24 тысячи людей вбить в
компьютерную систему, и поэтому это только фанаты могут так делать. В 2007 году Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов под руководством Щелкановой Елены Викторовны становится победителем республиканского конкурса среди аналогичных центров Республики Коми. В 2008 году социальный приют для детей и подростков, директором которого является Дудкина Елена Юрьевна, завоевывает первое место среди приютов республики. Нельзя было останавливаться на том, что было раньше. И я вам хочу сказать, что у нас был такой задор и такое желание, чтобы Ухта была первой. И надо сказать, что мы это звание подтверждали. С 1 января 2010 года на территории города Ухты функционирует государственное бюджетное учреждение Республики Коми Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения. Его возглавляет и руководит по настоящее время Ольга Сергеевна Максимова. Сегодня Центр – это учреждение, состоящее из территориального центра социальной защиты населения, территориального центра социального обслуживания населения с реабилитационным отделением для детей и подростков с ограниченными возможностями, территориального центра социальной помощи семье и детям. И, наверное, мало кто представлял, какой она будет через 25 лет. И сегодня, анализируя все эти годы, конечно, есть такие формы работы, о которых даже и не мечталось 25 лет. Нажав кнопку, можно узнать о гражданине абсолютно все. Какая категория, сколько получает, какие меры ему положены. Сегодня, конечно, мы идем в ногу со временем, и сегодня и электронные очереди, как во всех учреждениях, и справочники, терминалы, а не бумажные носители. Все это, конечно, дух времени, и сегодня социальная защита соответствует этому духу. Ежегодно перед работниками социальной сферы ставятся новые задачи, выполнение которых требует не только высокого профессионализма, дисциплинированности и ответственности, но и овладения новыми профессиональными знаниями и умениями. Социальная сфера Ухты сегодня – это коллектив единомышленников, профессионалов своего дела, задача каждого из которых – своевременное оказание помощи и поддержки любому обратившемуся человеку. И, конечно, отдельное спасибо сегодня коллективу, который трудится сегодня в достаточно непростых условиях, сложных экономических, несмотря на невысокие заработные платы. Но коллектив сегодня, еще раз повторюсь, это профессионалы своего дела. Это милосердные, терпеливые, это добросовестные женщины, которые пропускают через себя вот чужое горе. Каждый день. И я хочу пожелать всем коллегам, всем ветеранам, конечно, крепкого здоровья, личного благополучия, счастья и, конечно, удачи, успехов во всех начинаниях, которые, естественно, будут у нас. И, конечно, все то добро, которое они отдают людям каждый день, пусть оно им воздастся сторицей. С праздником, уважаемые коллеги!